сожалению, у нас на сегодняшний день невозможно, чтобы с Таджикистана ехали все вместе, как и правительственная сторона, как и гражданское общество, как и между оппозиционной партией, и вместе здесь в дебатах участвовали и у себя дома дебатировали. То есть я не представляю социал-демократическую партию, сидя рядом с террористом, могу поставить свою партию внутри страны. Вот такое уточнение я хотел. Так, я не представляю социал-демократическую партию, я представляю, скорее всего, гражданское общество Таджикистана вне территории Республики Таджикистан. Так было бы точнее. Я вот тут, товарищ говорит, что фейковая демократия. Я больше всего боюсь фейковой стабильности в Таджикистане, ради которой все замалчивают ту ситуацию, ту опаснейшую ситуацию, которая создается особенно в Таджикистане. То есть мы предпочитаем сунуть голову в песок, не видеть того. Я бы тоже согласился, как и правительство, как и многие международные институты, согласился бы, лучше бы автократия, но без жертв, лучше бы без войны. Но если бы я был уверен, что конец этого всего опять не будет еще больше кровопролития, чем того, чего мы боимся сегодня. Вот этого я боюсь. То есть у нас ради фейковой стабильности мы сегодня допускаем такое беззаконие внутри нашей страны. И это может закончиться плачевно. Я на что хотел обратить внимание. Сегодня говорили о политических гонениях политических. Скажем, я социал-демократ или я исламское возрождение Таджикистана. Но есть политические гонения без принадлежности к каким-то партиям. Вы представляете себе, что человек, который позвал на свадьбу своего сына 152 человека, может уже отвечать перед законом. И этот человек вынужден бежать из страны в другую страну, где ему тоже не легче. Поверьте. И многие наши так называемые трудовые мигранты практически являются политическими беженцами, которые не требуют пособий, не требуют ничего, они просто... Они хотят спокойно жить, платить налоги, зарабатывать деньги. А мы, вот с подачи нашей власти, объявляем их 3000 террористов ищут на территории Шанхайского организации сотрудничества. 3000 граждан Таджикистана являются террористами, которые зарабатывают на территории Российской Федерации. И мы видим, как двоих братьев из одной семьи во Владимирской области казнят по обвинению в терроризме и не приводят доказательства их террористической деятельности. Я боюсь, что это просто... И вот эти внесудебные казни стали обычным явлением внутри Таджикистана и, к сожалению, начинают выходить за территорию самого Таджикистана. Вот Таджикистан с 1997 года после подписания мирного соглашения Таджикистан ввел мораторий на смертную казнь. И это очень радует. Потому что судебные ошибки у нас очень много. Но у нас сложилась другая практика. Тех, кого нельзя, власти решили, что этого нельзя взять, его нельзя арестовать, его просто уберут. И начиная с 2006 года, если помните, Даринские события, где убивали Мирзо Зиёева, бывшего министра, потом Али Бедаки, который видео потом появилось, что его сначала взяли живым, пытали, убили, и потом показали, что его убили при сопротивлении. И что произошло с этим генералом Назарзуда, и сколько
с ним действительно погибло в сражении, и сколько в тюрьме их погубили, не представляется возможным это выяснить. И приходим, вот были события 2012 года в Харубске. 21 человек убито в так называемой операции, специальной операции. Но потом двоих убили просто так на посту. Имам Назарова терроризировали, а бывший председатель партии Исламского возрождения в Таджикистане Сабзали, Мухаммад Резоев, он вообще погиб в невинных ситуациях. И еще есть там пропавший без вести. Вот в этих событиях один человек пропал без вести, неизвестно где он до сих пор. Потом у нас был 2014 год. В центре города расстреляли машину, погибли ни в чем не повинные люди. Я сам был членом совместной следственной комиссии Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, где вместе со мной были и министр внутренних дел, и министр безопасности, и Ширали Хайруллоев, были членами одной комиссии. Мы выяснили все. Обвинение можно было предъявить уже работникам Министерства внутренних дел. Но почему-то дело не пошло дальше. Вот последняя внесудебная казнь, которая самая свежая. Да, террористов не надо поддерживать, где бы они ни были. Я не стану поддерживать Гульмурода Алимова. Но 4 его родственников при невыясненных обстоятельствах застрелили и заявили, что они оказывали сопротивление. С другой стороны, один милицейский ранен ножом. Они оказывали сопротивление, одним ножом ранили одного человека, убили 4, может, ни в чем не повинных людей, только из-за того, что они оказались родственниками действительно террориста, который заслуживает смерти. Вот, и я боюсь, что это не конечный список. Очень боюсь. Потому что кого не надо задерживать, его могут просто приписать ему, подкинуть ему после того, как застрелили, подкинуть ему оружие. Вот такая у нас очень опасная, сложная ситуация. Если бы, опять повторяюсь, если бы я был уверен, что после таких гонений будет стабильность, то есть будет такая власть, которая гарантирует стабильность на долгие годы, может, я тоже с ними согласился бы. Но я боюсь, что эта стабильность очень шаткая и очень может быть опасна для нас.